Здравствуйте! Камастинская районная библиотека представляет досье «Мудрецы Востока Аль-Фараби». Выдающийся мыслитель Востока, арабский ученый Абу Наср Аль-Фараби входит в число людей, которых называют просветителями. Считается, что Аль-Фараби был персидского или тюркского происхождения и является одним из главных ученых, которого до сих пор помнят и чтят в знаменитом исламском Золотом веке. Абу Фараби прославился как выдающийся исламский интеллектуал, сыгравший важную роль в передаче учений Платона и Аристотеля в мусульманском вероисповедании. Он оказал значительное влияние на позднейших исламских философов, таких как Авиценна. Его интересы и труды были весьма разнообразны, охватывающие метафизику, логику, философию, политику, музыку, науку и многое другое. Именно его работа в области логики надолго запомнилась и прославила его имя, в частности, как первого человека, который попытался разделить область логики на две категории – идею и доказательство. Многие полагают, что учение Аристотеля не получило бы такого широкого распространения на Западе, если бы не перевод Аль-Фараби и его труд, комментарий и краткий трактат работы древнегреческого философа. Аль-Фараби, возможно, был первым ученым, изучившим истинную природу пустоты и вакуума, и он был первым известным исследователем, который утверждал, что воздух занимает пространство и что его объем может быть увеличен. Аль-Фараби провел ряд своих экспериментов, испытывая воздушное пространство под водой. Аль-Фараби много путешествовал по дальним странам на протяжении всей своей жизни и приобрел много опыта. В результате он сделал много вкладов, за которые его до сих пор помнят и считают выдающимся человеком. Несмотря на многие трудности, он работал с полной самоотдачей и сделал свое имя среди популярных ученых знаменитым. Он умер в Дамаске в 950 году в возрасте 80 лет. Спасибо за внимание.